Убежден, что наше мероприятие пройдет зрелищно, красочно и в самом высоком поднятом настроении. С приветственным словом в адрес спортсменов обращается министр по физической культуре и спорту Алидаш Хаклоев. Первенство республики по вольной борьбе можно считать открытым. На ковер выходят лучшие из лучших со всего региона. Приготовиться. Уцольгов Али, Илью Абдусалам. На одном из ковров Абабукар Ильясов встретился со своим оппонентом. У спортсменов 4 минуты на поединок. Борец в синем не стоял долго, пошел в атаку, вот только безуспешно. Абабукар техникой вывел оппонента из строя. Дальше бросок, захват и переворот. Победителя определили за 3 минуты. Абабукар проходит первую таблицу. Внимание! Борец синий трикол на ковре А. Илью Абдусалам. Более 100 участников борются за призовые места в 11 весовых категориях. Лучшая команда получает главный приз – кубок первого главы республики. Первенство республики приурочено ко Дню ветеранов боевых действий. Для спортсменов сегодняшнее мероприятие стало отличной площадкой, чтобы показать свои возможности. А боевые товарищи с азартом наблюдали за зрелищной борьбой. Помимо схваток для ветеранов были приготовлены и развлекательные программы – песни, танцы. Сегодня во Дворце спорта собрались ветераны не только Ингушетии. На праздник были приглашены боевые товарищи со всей России. Здесь награждали пострадавших при исполнении и вручили им подарки. Первенство приурочено также к 30-летию возрождения Ингушетии и к 30-летию со дня основания Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств СНГ. Именно вольная борьба дает такой стимул духовного, нравственного воспитания подрастающего поколения. Этим мероприятием Союз ветеранов показывает, что подвиг защитников Отечества никогда не будет забыт. Даже сейчас, когда молодое поколение продолжает отстаивать интересы страны, нести службу в рядах российской армии, они продолжают вдохновлять юных бойцов. Хава Султыгова, Адам Гулоев, Мухаммад Белакиев. Новости 24.